Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Абдулхаким Саралиев, с которым и поговорим, что такое выборы и зачем они нужны. Согласитесь, вопрос кажется простым, но в то же время это очень серьезный вопрос. Машводу. И действительно, переходя к нашему разговору, давайте сейчас тут расскажем нашим телезрителям еще раз, что такое выборы, зачем они нужны, цели и значения. Прошу. Выборы, предстоящие в единый день голосования, должны пройти в сентябре числа 20-го. У нас в этом году намечаются большие выборы. Это выборы в Государственную Думу Российской Федерации, главы Чеченской Республики, в парламент Чеченской Республики и плюс муниципальные выборы. Что такое выборы? Выборы – это распространенная форма участия граждан в политике, при которой путем голосования люди, граждане, выбирают представителей законодательных властей и должностных лиц. Это важный институт политической системы, обеспечивающий легитимность власти. То есть выборы необходимы для признания населением власти ее легитимности. Участие каждого гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его добровольному, свободному волеизъявлению. Спасибо, что сегодня пришли и вот так подробно все разъясняете. И тут такой вопрос. Понятие выборы, виды выборов, из каких этапов они состоят. Ну, все, что касается этого, какие выборы есть, какие у нас на сегодняшний день проходят. Вот об этом тоже можно чуть поподробнее? У граждан демократической страны есть избирательное право. Это право, которое им дает возможность участвовать в выборах, и оно основано на принципах всеобщности, то есть голосовать могут люди, несмотря на вероисповедание, любых политических взглядов, веры, пола, и все люди, которые хотят быть частью политического мероприятия данного. Есть принцип равенства. У каждого избирателя есть только один голос. Все голоса равноценные. Он голосует только за себя? Только за себя. Ни за соседа, ни за брата, ни за свата? У него есть только один голос. И он проголосует за себя. Тайное голосование, решение избирателя неизвестно никому. То есть его голос отдан человеку, и никто об этом не знает, только сам избиратель. В прямых выборах каждый избиратель решает сам, за какого кандидата он будет голосовать. Этапы выборов. Так. Первый этап – это назначение выборов. Второй этап – это составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов и их регистрация. Предвыборная агитация после регистрации всех этих кандидатов от партии, самовыдвиженцев и так далее. И организация голосования. И вслед за организацией, то есть за проведением выборов, идет подсчет голосов, подведение итогов установления результатов данного голосования.
И как бы вы ответили вот на такой вопрос, если бы вам задали, допустим, на улице? Ну, это бывает такое, бывают такие ситуации. Почему нужно идти мне на выборы? Почему нужно мне участвовать в выборах? Или нам нужно участвовать в выборах? Вот что бы вы ответили на такой вопрос? Выборы – это не только процесс голосования, но и важное мероприятие для каждого гражданина. Каждый голос имеет значение и может повлиять на будущее страны или региона. Участие в выборах является ключевым элементом развития гражданского общества. Это дает людям возможность чувствовать себя частью данного общества, проявить свое гражданское сознание, защищать свои права и интересы. Каждый гражданин должен чувствовать себя членом, частью данного политического процесса. Вот поэтому и нужно идти на выборы. А тут тогда следом такой вопрос возникает, Абдулхаким. Что будет, если не участвовать в выборах? Ну, простите за такие вопросы, но, согласитесь, они имеют свою важность. Физически с ним ничего не случится. Так. Уголовно не преследуется. И с ним ничего не случится, если он не проголосует и не примет участие в голосовании. По закону участие в выборах или неучастие оставлено на усмотрение данного гражданина. Но совесть в каждом удобном случае будет напоминать, когда что-то будет не устраивать во внутренней политике страны, региона, вот тогда он и почувствует, что он натворил. натворил. А может, его голос был бы решающим. И, может быть, его голос был бы решаемым. Но в данном случае он будет смотреть на ту политику, которую проголосовали другие люди. Хорошо сказано. Хорошо. Расскажите об изменениях, если такие произошли в процедуре проведения выборов в последнее время. Что должны знать наши избиратели? Прошу. Ну и кандидаты тоже. Об изменениях в процедуре проведения выборов. Таких глобальных изменений в процедуре проведения выборов не произошли. Есть в законе некоторые изменения. Эти изменения, таких решающих изменений там нету. Первое, это в последнее время внесено многодневное голосование. Мы знаем, что на выборах в 2023 году президента Российской Федерации у нас было голосование в 3 дня. Это новое. И, скорее всего, и в этом году будет 3-дневное голосование. Внесено еще одно изменение. В прошлом году, то есть в предыдущих выборах, введен пилотный проект «Информ-УИК». Что это значит? Это значит, что члены участковой комиссии предварительно, то есть до начала выборов, проводят подворный обход. Они объясняют гражданам, то есть избирателям, о месте проведения выборов, о времени проведения выборов, и они объясняют, какие кандидатуры, за кого голосуем, какие изменения в процедуре голосования, о необходимости, о важности посещения в день выборов избирательный участок, то есть проголосовать в день голосования за выбранного ими кандидата. Вот это дает возможность избирательным комиссиям предварительно работать над списками избирателей, то есть вести определенные корректировки. То есть есть списки избирателей, подготовленные администрациями,
Вот эти списки иногда и требуют определенной обработки, изменений. И тут такой вопрос. Допустим, у меня нет списка. Вот я пришел, а меня нет в списках. Если вас нет в списках, вы пришли на выборы, вас могут, если вы придете с паспортом, вас могут внести в дополнительный список. Тут ничего страшного. Ничего страшного. Главное, чтобы у тебя Вы был приходите документ на руках. по месту проживания, вы приходите на участок, и вас уносят в список. А как выбирают кандидата? Вот кто может стать кандидатом, а кто нет? Какие требования предъявляются кандидату? Вот такой тоже вопрос, часто встречающийся. Прошу. Кандидатом может стать любой гражданин Российской Федерации. Осуществляется это путем самовыдвижения, избирательным объединением, политическими партиями. Выдвижение в составе списков может быть осуществлено политической партией, имеющей право участвовать в выборах. Участие в нашей республике представлены 4 партии в парламенте Чеченской Республики, и они могут выставлять свои списки. Это какие партии? На сегодня в парламенте представлены партии «Единая Россия», Так. Коммунистическая партия Российской Федерации, Так. ЛДПР и «Справедливая Россия за правду». Вот, спасибо. Вот теперь наши телезрители будут знать. И такой вопрос. А кто может стать избирателем и какие требования к ним предъявляются? Избирателем может быть любой гражданин Российской Федерации, то есть воспользоваться активным избирательным правом, проголосовать на выборах или референдуме человек может, если он достиг на день голосования 18-летнего возраста, дееспособен в момент голосования, если он не находится в местах лишения свободы. И это основные требования. Основные требования. Хорошо. А что такое избирательная комиссия? Как она формируется и на какой срок? В соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, избирательные комиссии всех уровней обеспечивают реализацию и защиту прав граждан Российской Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, избирательные комиссии всех уровней обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов Российской Федерации. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, то есть наша комиссия, избирательная комиссия Чеченской Республики, работает на постоянной основе, возглавляет систему избирательных комиссий на территории Чеченской Республики, участвует в организации федеральных выборов на территории данного субъекта Российской Федерации, организует региональные выборы, то есть выборы главы Чеченской Республики и парламента Чеченской Республики, и региональные референдумы. Численность избирательной комиссии Чеченской Республики сегодня, то есть во всех субъектах такое же число, это установлено законом, от 14 человек. Назначаются они на 5 лет. Порядок формирования таков. Субъектовой избирательной комиссии. 1/2 часть назначается главой Чеченской Республики, 1/2 часть назначается парламентом Чеченской Республики. Территориальные избирательные комиссии. Территориальные комиссии действуют на постоянной основе, формируются на территории городов и районов нашей республики, участвуют в федеральных выборах и региональных выборах в пределах своей территории. Формируется избирательной комиссией Чеченской Республики сроком на 5 лет.
количественном составе от 5 до 14 членов комиссии. Подробный ответ. Подробный ответ. Спасибо. И в заключение нашего разговора два моих последних вопроса. Первый вопрос, заключительный. Когда начинается избирательная кампания, как проходит избирательный процесс, как работает оффлайн голосование, анонимность, процедура, ну вы понимаете, о чем я говорю. Прошу. Избирательная кампания в соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательного права участия в референдуме граждан Российской Федерации начинается со дня официального опубликования решения уполномоченного органа или должностного лица о назначении выборов. Федеральные выборы назначаются не ранее, чем 110 дней до дня голосования и не позднее 90 дней. Региональные назначаются не ранее, чем 100 дней до дня голосования и не позднее 90 дней до дня голосования. Вот такой этакий информационный сегодня у нас с вами разговор, и это очень хорошо. Продолжаю последними вопросами. Как осуществляется наблюдение за выборами? Продолжая этот вопрос, кто может стать наблюдателем? Сложно ли сейчас стать наблюдателем на выборах? Прозрачность выборов, проведение всего этого процесса определяется наличием наблюдателей от общественной палаты, от политических партий. Есть у нас общественные палаты, организуется ситуационный центр. Сегодня в республике... Куда стекается вся информация? Вся информация с тех участков, где у нас есть видеонаблюдение. Ага. Более 250 участков сегодня оснащены видеонаблюдением. Вот в этом ситуационном центре... И каждый участок в одном центре, за ним наблюдают? Наблюдают, и этим они оказывают большую помощь в организации данных выборов. Например, политические партии могут назначить, от каждой политической партии могут назначить по одному члена, то есть наблюдателя. Если эти выборы проходят в 3 дня, то они могут назначить 3 человека на каждый день голосования. То есть в день голосования от партии или от общественного объединения может в помещении для голосования находиться только один наблюдатель. И может от общественных организаций, но они письменно должны предоставить, каждый наблюдатель должен предоставить в территориальную избирательную комиссию предварительно письменное направление от общественной палаты или от... Кем он представлен? Кем он представлен. И с этим направлением он приходит в назначенный... Это такой ордер, Ордер, да. Приходит с этой бумажкой, с этим документом, приходит избирательный участок, куда он направлен. То есть не каждый с улицы может зайти и Не сказать, каждый. я наблюдателем Да. хочу стать. Это не получится. Не получится. И последний вопрос. Спасибо за информацию. Каков механизм определения результатов выборов? Как определяется победитель выборов? Победитель просто в процессе, избирательном процессе, после прохождения всех этапов этого процесса, есть последний этап, это подведение итогов. При подведении итогов или для подведения итогов надо подсчитать все бюллетени, которые находились в все данные урнах. стекаются к вам? Да. Каждая нижестоящая комиссия
после подсчета всех бюллетеней передает протокол, итоговый протокол участковая комиссия в территориальную комиссию, территориальная избирательная комиссия Чеченской Республики, и мы предоставляем эти протоколы в Центральную избирательную комиссию. Спасибо. Действительно говорю, спасибо за всю информацию, которую вы сегодня нам предоставили. Я понимаю, вы каждый день с этим сталкиваетесь, но все равно спасибо, что пришли сюда, в студию, и еще раз решили это все озвучить на камеру, как говорится. Спасибо и вам за предоставленную возможность проинформировать через ваш канал наших избирателей. Будем надеяться на все хорошее. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. И вам удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель председателя избирательной комиссии Чеченской Республики Абдулхаким Саралиев. Вы сами все слышали. Информация для размышления у вас есть. Вы теперь знаете, что такое выборы, зачем они проводятся и для чего они нужны. Но все остальное, если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете обратиться в избирательную комиссию, и вам дадут подробный ответ на все ваши вопросы. И напоследок, дорогие друзья, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.